Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Султанбай Айджигитов, экс-губернатор, дважды губернатор Баткенской области, специалист по макроэкономике, макрофинансам и по национальной безопасности тоже, да? Да. Специалист. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Как вам ситуация после вот этого 5-6 октября? Можем называть это революцией, третьей революцией? Вы знаете, есть классическое понятие революции. То есть должна быть революционная ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут. Эта ситуация сложилась. Если по этой, то это действительно революция. Вот. И, ну, как-то так. А вот избрание нового премьера. Очень много пошло кривотолков. 6 октября, сразу после вот этих всех событий, его избрали. Потом стали говорить, что нет, он не избран. Теперь программу надо слушать. В субботу программу он представил, но там тоже особой программы не было. В чем такая вот прямо загвоздка была? Почему так трудно все это шло? Конечно, ситуация другая, но все-таки. Вы знаете, вот сейчас вот все политические силы и оппозиционные, в общем, все стороны всегда говорят от имени народа и в интересах народа и все прочее остальное. Но если на сегодняшний день говорить о том, что нужно на сегодняшний день народу, вот действительно, то я вспоминаю сейчас опрос, который был сделан в Кыргызстане, вот прерогативы народа, как он свои прерогативы расставляет. На первом месте стоит безопасность. На втором месте стоит безработица. На третьем месте стоит здоровье. А потом только семья, ну и так далее, все остальное. То есть 3-4 самых важных прерогатив, они расположены таким образом. Поэтому сегодня я думаю, что все политические силы должны проявить особую политическую ответственность в данной ситуации, потому что Кыргызстан стоит у очень опасной черты. То есть, как бы мы ни прошли точку невозврата. Понимаете? Поэтому все должны проявить ответственность и именно постараться обеспечить вот эти вот 3 основные прерогативы. Первое – безопасность. Люди хотят чувствовать себя в безопасности. Второе, значит, хотят работать, получать нормальный доход, вот, который бы обеспечивал им достойную жизнь. Ну и третье, значит, здоровье, это связано с ковидом, понимаете? Поэтому сейчас все политические силы должны именно к этому стремиться. То есть в первую очередь сделать стабилизацию вот этой вот политической ситуации. Это сейчас вот все говорят о том, чтобы вернуться в правовое поле. Ну, и потом, видите как, если на сегодняшний день мы сейчас увидели, что все-таки кто сейчас фаворитом является народа в целом, мы увидели все-таки Джапаров, да, в этом отношении оказалось. Вот. Больше никто особо не вышел, а да. Прогоняли некоторых. Прогоняли, да. Все пытались собрать побольше народу, прийти, но оказалось, что сторонники Джапарова, они готовы за него на все. То есть вот эту решительность они все вот показали. И со всех сторон, в общем-то, если посмотреть соцсети, идут поддержку со всех регионов, идут поддержку именно Джапарова. Если народ выбрал его, и свое будущее, значит, все-таки надежды связывают с Джапаровым, то, вероятно, надо ему дать возможность попробовать эту ситуацию исправить. Вот. Ну, а с другой стороны, надо сказать, что Садыр Нуркоджоевич, он уже лет 10, наверное, отошел просто от государственных дел. Возможно, он просто не понимает, какое хозяйство он сейчас принял. А если он понимает, значит, он точно знает, как нужно вывести из этой ситуации страну. Поэтому надо дать ему возможность. Сознательно, как камикадзе, да, берет на себя... Сознательно берет на себя очень огромную ответственность. Это такая большая ответственность, за которую придется потом отвечать в случае чего. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если он так хочет
может, действительно это тот человек, который, в общем-то, ищет наш народ. Да, может быть. Поэтому ему надо дать возможность. Что касается, вот сейчас вот говорят, легитимный, нелегитимный. Его дважды вроде бы парламент собрался и дважды, значит, его утверждает. Это первый раз в Достуке, второй раз уже официально уже в резиденции. Да. Дважды его утверждают. Но при этом, значит, есть всякие разговоры, что вот это не соблюли, это не соблюли, вот это вот, значит, сторону закона нарушили, то закон и так далее и тому подобное. Но к этому можно по-разному подойти. Но я считаю, что к этому нужно подходить с учетом форс-мажорных обстоятельств. Понимаете как? В общем-то, если бы все было нормально, в нормальных условиях, возможно, можно до запятой, так сказать, чтобы требовать, чтобы они соблюдали. Сейчас вот эта ситуация, когда пытается легитимность, нелегитимность вот назначенного премьера оспаривать, вот эта ситуация мне напоминает так называемый оригинальный способ забастовки государственных служащих в Англии. Когда, значит, они вроде бы выходят все на работу, выполняют свои функции, причем выполняют настолько точно, до запятой, каждую инструкцию, каждый закон, и в результате вся страна оказывается в коллапсе. Понимаете как? И вот сейчас вот приблизительно вот у меня такое впечатление, что все пытаются вдруг до запятой, чтобы выполнялись эти все законы. Понимаете, в чем дело? Но здесь самая главная цель должна быть именно стабилизация политической обстановки. А в этой случае, если есть какие-то там прорехи, вероятно, с учетом вот этих форс-мажорных обстоятельств, они наверняка допустимы. Понимаете? Главное, чтобы дать возможность, вот человек взял на себя ответственность, он обещает все это выправить, и не только выправить, он еще обещает, значит, процветание нашему государству. Надо дать ему возможность попробовать. Потому что в любом случае, то, что, значит, Джапаров и его команда пришло к власти, это вовсе не означает, что эта власть у него будет вечной. Власть взять можно, это несложно, как говорится, особенно в наших условиях, особенно в Кыргызстане. А вот сохранить за собой власть на долгое время, для этого нужно очень много поработать. Сейчас вот в этих ситуациях, когда у нас ну, такая нестабильность в обществе, когда у нас экономика, в общем-то, совсем ниже плинтуса, уровень экономики, когда ковид и все прочее остальное, когда столько социальных проблем, бедность почти 80% в нашей стране, да, доходы населения падают с каждым днем, экономика падает. В этих условиях идти во власть, это, вы знаете, ну, я бы сказал, только камикадзе на это, наверное, пойдет. Поэтому я считаю, что ему надо дать возможность попробовать. А вот в целом, почему такая ситуация, вот вы сказали, верхи не могут, низы не хотят, такая ситуация вообще сложилась? Что к этому вот в целом привело? Давайте начнем, наверное, с того, что все-таки все определяет экономика. Она является базисом всего. Вот. А все там остальное уже будет надстройка, политика, все это будет надстройка. Вот. 30 лет в экономической плане мы все хуже и хуже становимся. Вот. Мы сейчас по своему экономическому развитию находимся на самом последнем месте в СНГ. Даже Таджикистан выше, да? Выше нас стоит, да. Это говорит о том, что в нашей экономической системе и в философии, и в экономической политике что-то не так. И вообще в нашей экономической финансовой системе что-то не так. Понимаете, в чем? Нужно над этим задумываться. Поэтому сейчас вот наше общество нуждается в таком детальном, очень хорошем анализе, почему мы в такой ситуации оказались. Понимаете как? Искать нужно истинные корни, откуда все это происходит. Вот. Оно вот,
на мой взгляд, как, допустим, человек, который, в общем-то, разбирается в макроэкономике, финансах, вот, мы неправильно выбрали философию нашего развития. Вот. У нас достаточно такая вот неправильная финансовая система, денежно-кредитная система очень неправильная. Вот, в целом экономической системе очень неправильно. У нас философия саморазвития достаточно неправильная была. Вот, мы, знаете, с самого начала пришли к тому, что, ну вот мы, я так скажу, что до этого, если было мы строго, тупо придерживались догматики коммунизма, то когда приобрели независимость, начали тупо придерживаться догматики либерализма. Вот эта вот ситуация нас и подводит. Вот. Поэтому все думали, что если мы вдруг, значит, отпустим цены, отпустим курс национальной валюты, вот, дадим полную свободу, значит, и оставим, и вот если мы такую ситуацию создадим, то невидимая рука рынка все выправит, все, значит, расставит по местам, и экономика начнет бурно Можно ничего не делать самому. Можно ничего не делать, да. Что вот есть еще другая догматика, что государство вообще не должно вмешиваться, это вообще самый худший менеджер, он должен заниматься только вот этими социальными вопросами, там, общественным порядком, а все остальное нужно вот оставить, ну, скажем так, отдать в руки вот эту вот невидимые руки рынка, понимаете? Ну, 30 лет проходит, мы убеждаемся, что это не так. Понимаете? Дело в том, что вот это вот рыночные, вот эти вот, скажем так, предоставление экономики в руки, ну, на откуп рынку, она хорошо на текущем моменте. То есть рынок, он как бы, он, это механизм перераспределения ресурсов эффективного. То есть на текущий момент, допустим, если где-то какая-то часть экономики достаточно развилась и там началась стагнация, то рынок очень эффективно перекидывает ресурсы, начинает перекидывать на тот рынок, на тот сектор, который бурно начинает развиваться. Понимаете как? То есть в этом смысле, да, в оперативном в определенных плане, пределах. да, в определенных пределах, на текущий момент, на краткосрочной перспективе механизмы рынка, они очень эффективны. А вот что касается стратегического развития долгосрочного, тут роль государства очень высокая. Понимаете, в чем дело? И вот здесь вот очень важно стратегическое планирование. Вот. Очень важно на основе стратегического планирования делать индикативное планирование. Не нужно путать с директивным планированием советского. Индикативное планирование — это, ну, как бы, когда стратегическое планирование государства планирует на 30, на 40 лет, он показывает, куда нужно развиваться. Потом, значит, для того, чтобы и создает индикативное планирование, исполнение этих стратегических, распределяется на каждые 5 лет. 5 лет делятся на годы, годы делятся по кварталам, по месяцам и так далее и тому подобное. Понимаете как? Мы на 30 лет показываем стратегию, куда развиваться. Для этого государство создает специальные условия для этого. Понимаете как? Внешнеполитические, внутриполитические, экономические, допустим, соответствующую политику экономическую ведет, значит, в части расходов и доходов государства, вот, то есть налоговой системе расходов государства. Соответственно, под это подстраивает денежно-кредитную политику государства. И тогда бизнес видит, он четко видит перспективу, куда нужно вкладывать деньги. И вот здесь вот нужно дать, ну как, дать возможность вот этой вот рыночной самоорганизации. Вот. На текущий момент нужно отдать этим людям. И тогда будет сочетание, вот как сейчас на сегодняшний день в Китае происходит, в Индии происходит, то же самое происходит в Южной Корее, происходит в Японии, это было то же самое послевоенной Германии. И очень многие, вот, допустим, в Юго-Восточной Азии экономические тигры, которые бурно развиваются, вот, допустим, Эфиопия на сегодняшний день очень бурно развивается, у него темпы роста выше 10%, вот в этих вот кризисных наших условиях.
в условиях мирового кризиса. Вот это вот сочетание стратегического планирования и рыночной самоорганизации, оно дает вот такой вот эффект. Понимаете, в чем дело? Дело в том, Вот если мы конкретно к вот последнему президенту или предыдущему президенту вернемся, почему они все через революцию уже приходили, Да. и ничего не смогли изменить или не захотели изменить, или после того, как пришли к власти, они стали сами меняться, вот как легенда про дракона. понимаете, как легенда про дракон, вы имеете в виду, наверное, коррупцию, да? Да. Коррупция – это такая вот отдельная больная тема. Дело в том, что у нас достаточно примитивно понимают, что такое коррупция. Вот у нас понимают, что коррупция – это такая вот уголовная категория. Понимаете как? И пытаются его бороться с ним именно в уголовном порядке, возбуждая уголовные дела, преследуя и все прочее остальное. Вот. Но на самом деле коррупция – это категория политическая. Я бы сказал, идеологически, возможно, даже духовная. Понимаете, в чем дело? Поэтому бороться с коррупцией, системной коррупцией, это системный процесс. Бороться с коррупцией чисто одним только возбуждением уголовного дела, оно приводит к тому, что власти стоят перед соблазном использовать это для ограничения свобод граждан, для перераспределения, значит, ресурсов в свою пользу, для того, чтобы подавлять своих политических оппонентов, так называемых, обезжиривать. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот у нас так и происходит. А вообще, я вам скажу, что на сегодняшний день корни, вот конкретно если взять Кыргызстан, то корни, глубокие корни коррупции нашей, политической коррупции в Кыргызстане, они произрастают из особенностей денежно-кредитной системы нашей и из особенностей выборной системы нашей. Что это означает? Наша особенность нашей денежно-кредитной системы заключается в том, что она позволяет концентрировать финансовый капитал в руках небольшой кучки людей. Понимаете как? Она вот такой процесс. И чем выше, и она связана с процентной ставкой. Чем выше процентная ставка, тем интенсивнее эта концентрация. А поскольку у нас страна небольшая и экономика вообще небольшая, 6 миллиардов, это вообще мизерный, да, объем экономики, то у нас вот эта концентрация происходит очень быстро. И вот это вот обнищание, причем концентрация капитала в руках небольшой кучки богатых людей происходит за счет обнищания большинства нашего населения. Поэтому, поскольку процентные ставки у нас очень высокие, концентрация происходит очень быстро. И мы сразу видим, насколько вот разительно начинается вот разница между нищими, и как вот эта пропасть все больше и больше углубляется. Понимаете, в чем? Расширяется эта пропасть. Другая особенность это выборной системы. Она заключается в том, что выборная система у нас построена на частных деньгах. За счет участников. За счет участников, да, на частных деньгах. А теперь вот смотрите, соединяем кредитно-денежную систему и выборную систему. Это кредитно-денежная система способствует сосредоточению финансового капитала в руках небольшой кучки людей, они известны, их не более чем 200 человек, и выборная система, которая построена на частных деньгах. И когда начинаются выборы, значит, к кому обращаются за деньгами, чтобы профинансировать? Конечно, вот этим вот 200 человекам, понимаете как? И поэтому, получается, вот эти 30 лет одни и те же лица приходят, одна и та же политика ведется, все скатывается в свое старое русло, только потому что кредиторы, инвесторы выборов одни и те же лица, понимаете, в чем дело? Потом я вам скажу следующую вещь, что вот я в большой политике, скажем, с 2005 года, и за исключением только вот Акаева, я всех президентов знаю лично. И с ними я разговаривал. Вот. Вот, в частности, если взять в начале Бакиева, когда произошла революция, когда он исполнял обязанности президента, он часто приезжал в Баткен, и у меня была возможность с ним несколько суток общаться. Вот. В течение нескольких суток. Я вам скажу, что Бакиев ведь вначале был
очень хорошо мотивирован, понимаете, у него искреннее желание было бороться с коррупцией, у него было искреннее желание вот поднять экономику, все прочее, у него очень хорошие благие намерения были. Но как только в июне месяце, в июле произошли выборы, после этого я встречаюсь, это совсем другой человек уже, понимаете, в чем дело? Потому что когда он пошел на выборы, естественно, ему нужны были деньги. Естественно, ему пришлось обращаться к этим же, опять же, одним и тем же лицам, тем же людям, которые поддерживали Акаева. Естественно, когда он обратился, соответственно, они поставили свои условия. Вот, понимаете как? И вот здесь вот получается, что они его профинансировали, и они же уже заказали уже новую власть. Поэтому вот эта вот система, если мы хотим в корне устранить коррупцию, то нам нужно прежде всего сделать реформу в денежно-кредитной системе и в выборной системе сделать, понимаете? И в целом вообще, возможно, даже сделать ревизию нашей Конституции. А с Джеймбековым как вы общались? Он изменился после? Дело в том, что с Джеймбековым мне как бы не пришлось, потому что после второго раза, как я стал губернатором, значит, там Атамбаев меня очень, после того, значит, как там выправил ситуацию, он удачно меня, значит, опять же удалил. И я, в общем-то, в течение 9 лет я, в принципе, как бы не при делах. Я вне сейчас политики, вне государственного управления, и поэтому мне с ним не пришлось. Но было видно, что если ничего не изменится, то Джеймбеков тоже попадет в то же самое русло, понимаете, он пойдет по тому же пути. Я об этом писал и Атамбаеву тоже, когда он пришел, что если он эту систему не исправит, то он не заметит, как через 2 года, после того, как он расправится через угол с своим политическим оппонентом, сам окажется во главе другой коррупционной системы, коррупционной банды, понимаете как? То же самое, вот, ну, собственно, так оно и получилось. Видите, как до сих пор, например, тот же самый Бакиев искренне не понимает, почему его называют коррупционером. То есть система сама его выставила туда, оказался. В силу занимаемой должности он оказался во главе коррупционной банды, понимаете? То же самое и с Атамбаевым произошло. И он тоже никак не может понять, почему это он во главе банды. Я то же самое сразу же после того, как Джеймбек пришел к власти, я несколько раз ему писал письма, что он тоже, его тоже, если он не исправит эту ситуацию, его тоже ждет та же самая участь. Он окажется через 2 года во главе коррупционной банды. Потому что, ну, такая система, понимаете, в чем дело? И поэтому я предлагал Ответили ему исправить. Но дело в том, что вообще 0. Понимаете, 0 реакции. Я думал, хотя бы позовут, спросят, слушай, о чем ты там болтаешь? Что ты там шумишь что-то, да? Вот. Ну, нет, вообще абсолютно никакой реакции. Я тогда открытыми письмами даже обращался. Вот, официально через соцсети, через газеты. И тоже 0. И потом я как-то встретился с одним из журналистов, который близкий к Джеймбекову. И он меня говорит, вы, говорит, Байке, что, обращайтесь, да? Обращение делаете? Я говорю, да, я обращение делаю. Пытаюсь как-то вот, чтобы он меня услышал, чтобы избежать вот этой ситуации вот, с коррупцией. Он говорит, да, говорит, что, говорит, если вы, говорит, просто, говорит, вас проигнорируют, и вы, говорит, сами окажетесь в неудобном положении. То есть этот журналист, он рядовой или главный редактор, или кто? Нет, он близкий к телу человек. То есть он скажем. знает, знает, да, знает, что, оказывается, все это читали, все это знают, все прочее остальное, но никакой реакции нету. То есть я ему тогда сказал, что ваша задача поставить меня в неудобное положение, вот, игнорируя такие вещи, как бы вы сами не оказались в неудобном положении. И вот понимаете? они оказались. И вот они оказались в этом неудобном положении. Понимаете как? В то время, когда это все можно было предотвратить. Понимаете, в чем дело? У нас, оказывается, осталось где-то 4-5 минут. Вот в целом, что сейчас надо бы делать? Сейчас, я думаю, что раз Садр Джапаров взял на себя эту ответственность, и обещает исправить всю эту ситуацию, обещает все поставить на правильную ногу и даже обещает, значит, процветание нашей страны, то ему надо дать возможность поработать. Понимаете как?
И нужно всем проявить ответственность, и президенту, и ныне действующему парламенту, чтобы они собрались, и его действительно, если там какие-то прерывы есть, чтобы дать ему возможность. Дайте ему возможность, понимаете, как надо. А то сейчас, получается, все начинают игры всякие проводить. Но дело в том, что это совершенно безответственно. И когда пытаются вот таким образом эту ситуацию держать дольше, больше хаос сделать. Дело в том, что у нас у народа уже заканчивается жировая прослойка, понимаете, как засос. Она очень тонкая. Если эту ситуацию они будут дальше продлевать в течение месяца, то произойдет взрыв социальный такой, что мало кому. Никому мало не покажется. Поэтому надо ответственность взять, не бойкотировать, не пытаться там что-то делать, а действительно нужно собраться, ответственность и дать ему возможность попробовать исправить эту ситуацию. Понимаете как? Вот есть пример насчет связи с криминалом. Сталин тоже был до революции боевиком, да, там экспроприаторов он занимался, Он да? занимался грабежом, да, для того, чтобы пополнить самым партийную элементарным кассу. грабежом, уголовник, Да. но это не помешало ему стать государственником. Да, государственным, настоящим причем государственным. Причем он ведь, видите, как из Россию, вот, которая была патриархальной, аграрно отсталой страной, он же сделал космическим. Это вот Черчилль сказал, Да. принял Сахой, оставил с ядерным оружием. С ядерным оружием. Понимаете? И это за короткое время, за 25 лет. Понимаете? Это вот у нас есть свой опыт экономического чуда, сталинская экономика, так называемая. Почему мы его не используем? Ну, там Почему его много не всего изучаем? было, конечно, Там очень но- много было, но факт остается фактом, когда взял с Сахой, оставил с ядерным оружием, ну, то есть вывел, извините, в державу, да, вот, мировую державу. То есть сейчас, может быть, это тот случай, может быть. Понимаете как? Может быть, тот случай. Джапарова можно во многом, и там можно его обвинять и там, в связях с коррупцией, можно обвинять в связи с бандитами, со всеми прочее, все прочее остальное. Но народ выбрал его, и свои надежды связывать с ним. Надо ему дать возможность. Если вы все хотите, печетесь об интересах народа, если народ с ним связывает свои надежды, то надо дать ему возможность. А вот исправить. внешнее влияние, как вы думаете, в этих событиях 5-6, ну и перед Я этим- могу сказать точно, что внешние силы очень внимательно отслеживают ситуацию в нашей стране. Понимаете, как? И они прослеживают его. И я думаю, что каждый пытается использовать в своих интересах эту ситуацию. Это жизнь с этим, ну, это никому не секрет, понимаете, в чем дело. Каждый здесь имеет свои интересы. А их у нас, в общем-то, считанные, которые весь мир контролируют и пытаются везде свои интересы там. Ну, такие же вещи, допустим, наши ближайшие соседи тоже проявляют. Ничего такого нету. Все хотят сделать из этой ситуации свою выгоду вынести. Понимаете, в чем дело? И это нужно учитывать. Поэтому, наконец-то, нам пришло время нам жить своим умом. Понимаете как? Быть самим собой. Вот как зайдете в фитнес-клуб, если вы зайдете, там написано, не надо быть стараться лучше всех. Надо просто сегодня надо быть лучше, чем вчера, а завтра быть лучше, чем сегодня. Поэтому нужно быть самим собой, жить своей головой, своими мозгами и пытаться с каждым днем становиться лучше и лучше. Вот философия развития очень простая, понимаете, как его надо придерживаться. И не надо ни с кем там соревноваться, не надо пытаться там изобразить из себя, не надо, значит, делать так, чтобы кокетничать, чтобы понравиться каким-то внешним силам. Нужно просто изо дня в день улучшать нашу жизнь, наше государство. Вот, собственно говоря, все. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Султанбай Айджигитов, бывший экс-губернатор Баткенской области, специалист по макроэкономике, макрофинансам и специалист по национальной безопасности. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.